Эфир Абхазского телевидения продолжается, и вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Эксклюзивные напитки, автохтонные вина, фермерская еда, предметы быта и многое другое. В Новом Афоне прошел фестиваль крафтовых продуктов. Промежуточные итоги работы. Воспитанники Центра творческого развития «Мое время» показали спектакль по мотивам произведения драматурга Даниила Хармса. Что ожидать от последнего месяца лета? Какой будет погода в августе? Вопросы оптимизации штатной численности РУП «Черноморэнерго», повышение заработной платы категории работников, занятых на производстве, обсудил премьер-министр Александр Ангваб с вице-премьером, министром экономики Кристиной Озга, генеральным директором Черноморэнерго Тимуром Джинджоля и его первым заместителем Тенгизом Гирджинба. Как сообщает пресс-служба Кабмина, особое внимание на совещании было уделено вопросам установки приборов учета электроэнергии и повышение собираемости платежей. В минувшие выходные в Новом Афоне прошел фестиваль крафтовых продуктов дистилляции. На фестивале были представлены эксклюзивные крафтовые напитки, автохтонные вина, фермерская еда, предметы быта и многое другое. Гостей ждала программа дегустации, ярмарка местных продуктов и мастер-классы от производителей. На мероприятии побывала Рада Чичава. Программа фестиваля ярмарки крафтовых продуктов дистилляции разнообразна. Пятничным теплым вечером на площадке перед отелем в центре красочного Нового Афона участники фестиваля представили не только напитки местного производства, но и фермерскую еду, предметы быта и интерьера, украшения, игрушки, органическую косметику и многое-многое другое. Организаторами мероприятия выступили Союз виноградарей и виноделов Абхазии совместно с культурно-деловой платформой ГУМА при информационной поддержке компании Амобайл. Один из организаторов – автор таких вин, как Анакопия, Диаскурия, Родеда, винодел, селекционер и соучредитель Союза виноградарей и виноделов Абхазии Валерий Авицба рассказал, что подобные фестивали однозначно идут на пользу местному производителю и развитию виноделия в республике. Цель – это популяризация продукта виноград. Особенно надо акцентировать на мелкие предприятия. Мы же знаем, Европа, допустим, Франция особенно, Италия, Португалия, Испания. Там очень сильно развиты мелкие производители. Да, производители, небольшие заводики, да. Но они настолько разнообразные и настолько интересные, что у них идут очень большие соревнования всегда. Сегодня вот это возрождение тех еще древних традиций, да, это возрождение нашего древнего абхазского виноделия, которое имеет высокую культуру. Основная цель проведения фестиваля – выявление местных производителей и оказание им всяческой поддержки. Подобная работа с малым бизнесом в действительности важна в рамках развития внутреннего рынка. На прошедшей ярмарке было представлено множество местных производств. Основной задачей и целью этого фестиваля является выявить, проявить местных производителей и дать им такую площадку, где они смогут встретиться не только с покупателями, но и, возможно, с другими дистрибьюторами. Это возможность им показать свою продукцию и представить, в том числе для гостей нашей страны, настоящую местную продукцию хорошего, высокого качества. Представленные на ярмарке производства в действительности обширны. От ручных поделок и посуды до меда и вин. Каждый гость мог познакомиться со всем разнообразием внутреннего абхазского рынка. На фестиваль приехали многие владельцы малых бизнесов, даже с других концов республики. К примеру, Тенгиз Хвиделидзе приехал из Ачимчирского района. У меня представлено мед майский и забрусный мед. Есть мед в сотах, в разной посуде, в разной упаковке. Есть свечи, тоже пчелопроизводство из воска. Все наше, да. Есть забрус, сам забрус, очень полезный. К сожалению, мало людей знают, что он полезный. Организаторы, они пригласили меня, они часто меня на ярмарке приглашают. Побольше ярмарок, чтобы люди узнавали. Абхазский мед, на самом деле, он полезный мед, хороший мед. Он везде на ярмарках выигрывал и золотые медали, и все. Но, к сожалению, есть такие перекупщики, портят нашу рекламу, наш мед портят. И из-за них уже, к сожалению, весь мед
плохо смотрят люди. А такие ярмарки, они людям показывают, что это настоящий продукт. Ачимчирский мед, лучшие вина, вручную выполненные предметы быта и посуда, сельские продукты и даже косметика Made in Абхазия. На прошедшем фестивале ярмарки потребитель мог найти все, что душе угодно. В Сухуми у нас сертифицированное производство: гидролаты, гели для душа, шампуни, скрабы. В общем, все, что нужно женщинам. Да, все ручная работа полностью. Все, что вы здесь видите, это сделала лично я. Натуральных компонентов мы делаем на воске, на пчелином, наш здесь местный, на маслах. В общем, все, что здесь местное. Вот здесь эвкалипт, лавр, все тоже наше. Все из нашей продукции. Ну и, конечно, на фестивале крафтовых продуктов дистилляции не обойтись без непосредственно самих напитков. Саид Смыр, студент агроинженерного факультета АГУ. В рамках кафедры технологий субтропических и перерабатываемых продуктов студенты изготавливают слабоградусную лимончеллу и несколько иных видов продукции. На ярмарке у стенда ребят множество гостей, желающих ознакомиться с продукцией. И, кажется, все остались довольны. Мы представляем свою продукцию именно лимончелло и ягодный микс. Лимончелло у нас состоит из цедры, лимона, апельсина и мандарина. Также с добавлением вакуума сусла и добавлением лимонного сока. Мы производим все сами, все цитрусы у нас, которые произрастают на территории Абхазии, мы все с деревень, наши студенты многие живут в деревнях, и они привозят всю эту продукцию, и постепенно мы сами. А это производство именно внутри факультета, это все делает факультет. На настоящем празднике вкусов и ощущений выступил вокально-инструментальный ансамбль «Гунда», а также артисты других государственных коллективов. Прошли тематические лекции, мастер-классы, и нетворкинги от производителей. Гости могли пострелять из лука, угоститься приготовленным на вертеле теленком и ароматными закусками. В общем, полноценно погрузиться не только в разнообразие напитков и явств, но и в саму абхазскую культуру со всем ее богатством и колоритом. Рада Чачава, Заур Кварча, Абхазское телевидение. Сотрудники абхазской таможни изъяли у россиянки контрабандный ботокс. Женщина пыталась продать косметологический препарат в одном из салонов красоты в Гагре, который был ввезен в Абхазию с нарушением таможенных правил. Как сообщает пресс-служба ГТК, всего обнаружено 28 единиц ботокса. Сотрудники Министерства внутренних дел и Государственной службы охраны провели совместный рейд по выявлению нелегальных трудовых мигрантов. В результате рейда было проверено 107 человек. Из них с разрешительными документами 49, на стадии оформления 23, вновь прибывших 28 иностранных граждан. Поставлены на миграционный учет и составлено 7 протоколов. Подробнее в материале пресс-службы МВД. Управление общественной безопасности МВД совместно с отделом участковых уполномоченных УВД по городу Сухуми при участии Государственной миграционной службы провели рейдовое профилактическое мероприятие по выявлению нелегальных трудовых мигрантов. Работу по пресечению деятельности нелегалов правоохранители провели на территории бывших санаториев МВО и ПВО в столице, где идут масштабные строительные работы с привлечением иностранной рабочей силы. Проверка проведена в рамках усиления контроля за миграционным процессом и соблюдением законов в этой сфере. Об этом недели ранее говорили в ходе совещания министр внутренних дел Роберт Кьют и руководитель Государственной миграционной службы Рамин Габлая. Управлением общественной безопасности Министерства внутренних дел Республики Абхазия по поручению министра внутренних дел Республики Абхазия регулярно, ежемесячно в Республике Абхазия проводятся проверки лиц, незаконно пребывающих на территории Республики Абхазия и нарушающие правила въезда, не имеющих паспортов, удостоверяющих личность, а также не имеющих регистрации. У многих мы выявляем нарушение паспортного режима, а также то, что у них нет виз при себе. На сегодняшний день у нас представлены документы лицами, прибывшими из стран СНГ. Это ксерокопии паспортов и 30 виз. Начальник отдела участковых уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних Управления общественной безопасности Министерства внутренних дел подполковник милиции Алина Худякова отмечает, что проверки МВД и ГМС преимущественно осуществляют вне плана для получения наиболее объективных данных по правонарушениям. За годы такого контроля сформировалась определенная статистика пребывания трудовых мигрантов, согласно которой география прибывающей в Абхазию иностранной рабочей силы значительно расширилась.
Помимо граждан, прибывших из стран СНГ, на сегодняшний день работают и граждане, прибывшие из дальнего зарубежья. У них также мы проверяем документы, удостоверяющие личность, визы и листы с регистрацией, потому что многие из них вовремя не делают соответствующие нормативным документы, и поэтому были ранее оштрафованы. На сегодняшний день многие предоставляют уже документы, и поэтому мы выявляем лиц, которые не имеют при себе каких-либо документов. По результатам такой проверки составляется акт, и если были выявлены нарушения, составляется протокол об административном правонарушении или возбуждении дела об административном правонарушении. А рейдовые мероприятия по выявлению трудовых нелегалов будут продолжены далее по всей республике. С 1 июня сотрудники столичной милиции работают в усиленном режиме и выполняют задачи по обеспечению правопорядка, предупреждению правонарушений и защите граждан. Об этом еще один материал пресс-службы МВД. С началом летнего-курортного сезона в целях обеспечения правопорядка и безопасности столичная милиция усилила проведение комплексных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение преступлений в отношении граждан, прибывающих на отдых в Абхазию. Следует отметить, что личный состав Управления внутренних дел по городу Сухум был переведен на усиленный режим работы 50/50. С 1 июня реализуется разработанный план дислокации сил и средств, по которому ежесуточно проводятся все мероприятия по обеспечению правопорядка. Согласно плану дислокации, центр города и периметр столичной набережной, пляжные зоны до санатория МВО, территория Синопа, район Киласур и Маяка патрулируются как пешими патрулями, так и автопатрульными группами. Ежедневно для обеспечения правопорядка с целью предупреждения и пресечения преступлений выезжают экипажи отдела госавтоинспекции столичного УВД, сотрудники отдела уголовного розыска. В целях профилактики и недопущения правонарушений на местах за порядком следят участковые уполномоченные милиции. Особое внимание правоохранители уделяют обеспечению дорожной безопасности. Самое оживленное движение днем у центрального Сухумского рынка. И здесь сотрудники милиции регулируют транспортное направление и перемещение пешеходов, следят за соблюдением правил парковки автотранспорта. Ежесуточно на вечерний рейд выезжают патрульные экипажи, которые курсируют по улицам столицы и следят за порядком. Управление внутренних дел по городу Сухум готово выполнять поставленные задачи по обеспечению стабильности и правопорядка в столице, предупреждению правонарушений и защите граждан. Дежурная часть столичной милиции всегда готова принять любое обращение и моментально отреагировать. Для граждан работают горячие линии. Россия ввела запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря 2023 года. Ограничения не коснутся экспорта в Абхазию, Южную Осетию и государств-членов ЕС. Также введен запрет на регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Закон вступит в силу 1 декабря. Бурные аплодисменты, букеты цветов и горячее объятие изумленных мам и пап. Центр творческого развития «Мое время», подводя промежуточные итоги работы, показал спектакль. Актеры, юные воспитанники центра, сыграли роли по мотивам произведения поэта и драматурга Даниила Хармса. На показе побывала и наша съемочная группа. Репортаж Асиды Малия. Всякая мудрость хороша, если ее кто-нибудь понял. Непонятая мудрость может запылиться. Эти слова принадлежат русскому прозаику, поэту и драматургу Даниилу Хармсу, которого называют крупнейшим представителем абсурдизма. Это большое испытание для вашей психики. Психика может пошатнуться.
Хармс, хоть и с вдумчивой философией, но писал для детей, так скажем, по-детски про взрослое. А яркий, порой черный юмор смешит до слез. На сцене работают с полной отдачей, словно именитые актеры, чувствуя свое превосходство, отточенно и без запинки завершают свои монологи юные воспитанники творческого центра. Дети так искусно перевоплощаются из одной роли в другую, среди которых есть и 4-летние, что очевидно. Позади колоссальная работа наставника. Нара Пилия – создатель Центра творческого развития «Мое время», по образованию режиссер. За ее спиной многолетний опыт работы на абхазском телевидении и различных проектах. С учетом по-особенному теплого отношения к детям, 8 лет назад она решила направить свои знания в новое русло, делиться с детьми тем, что может помочь им развиваться и совершенствоваться. Я являюсь вообще организатором проекта «Щищнани», это мой проект. То есть это тот период 80-х годов, когда меня судьба связала с детьми. Не случайно, потому что я их, сказать, люблю, это ничего не сказать, это часть моей жизни. И я считаю, что если мы все сможем взаимодействовать с детьми так, чтобы они нас принимали, то мир станет чище. Спектакль шел около часа. Наставник постоянно была рядом, а зрители ни на секунду не отрывались от представления. Мила Каца, исполняющая роль ведущей, играет на этой сцене будто на большой, так же, как и ее подруга Алиса Кокускерия. Они обе мечтают стать актрисами кино или театра. Девочки признались, что переживали, ведь во время игры путались в стихах и даже забывали тексты, но командная работа дала свои результаты. Я занимаюсь здесь с 5 лет, и мне очень нравится, и я начинаю с каждым годом меняться. Вот. А сегодняшнее выступление, вся команда как отработала, как ты думаешь? На ура! Там есть иногда моменты, когда мы путались в стихах и все такое, но мы быстро все выравнивали, все было хорошо. А вы знаете, что у папы моего было 40 сыновей, и не 20, и не 30, ровно 40 сыновей. А родители с трепетом наблюдали за своими детьми из зрительского зала. Кто бы мог подумать, что 3-разовый поход в неделю в творческую студию даст за год такие внушительные результаты. Они были не просто в восторге, а очарованы этими маленькими актерами. Я в восторге. Дети просто взрослые роли играют, просто очень красиво. И очень радует, что есть дети, и их много, которые и спортом занимаются, и стихи читают, и танцуют, и поют. И это будущее, и это здорово. Юных артистов провожали бурными аплодисментами со словами «Браво!», букетами цветов в придачу с горячими объятиями изумленных мам и пап. Одним словом, восторг. То, что показали сегодня дети в этой сложнейшей пьесе, глубоко философской, просто меня это поразило. Мне кажется, они осознали саму идею, саму философию Даниила Хармса. Актерское исполнение потрясающее. Но дети играли великолепно. Просто здорово. Какой дальше будет у них путь? Будет это сцена, будет это эстрада или будет это другие какие-то иные другие работы? Это не важно. Но вот этот заряд, который они получают здесь, он с ними останется на всю жизнь. Залог такого успеха – соблюдение главных условий наставника. Первое и самое важное – текст должен отскакивать от зубов. Нара Пилия хоть и мягкий, но требовательный наставник, для которой важнее всего выстроить отношения, когда в команде работать легко и просто. Было много новеньких, но я должна выразить им благодарность, потому что все-таки страх сцены, зрителей, руководителя мог дать другие результаты. Но я довольна. Мы вообще умеем быть благодарными. Они меня этому научили. Быть благодарными за все. И я думаю, что дальше у нас есть возможность
двигаться. Работать над ошибками важно, как и совершать их, ведь учиться на собственном опыте крайне важно. Идея работы творческой студии зиждется на принципах любви и благодарности. Это позволяет двигаться вперед и творить, создавая новые чудеса. Разве не чудо, когда в человеке зарождается любовь к искусству? Асида Малия, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Вот сейчас сможете еще раз сыграть все от начала до конца? Пошли. С 6 по 10 сентября на сцене Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера пройдут гастроли знаменитого Санкт-Петербургского театра «Мастерская» под руководством Григория Козлова, сообщает пресс-служба Русдрама. В гастрольной афише 5 спектаклей: «Ромео и Джульетта», «Жены», «Варшавская мелодия» и 2 известных спектакля для детей: «Волшебник изумрудного города» и «Винни-Пух». Билеты уже в продаже на сайте Русдрама, в кассе театра и офисах Амобайл по всей Абхазии. Наступил последний месяц лета. Август, как правило, самый жаркий в Абхазии. Каким он будет в этом году? Ждет ли нас аномальная жара и засуха, выясняла Алика Трапш. На сегодняшний день в республике продолжает держаться высокая температура. Как уверяют специалисты, погода не является аномальной для этого времени года. Но август месяц будет достаточно жарким. Температура воздуха днем повысится до 36 градусов в тени, а вот на солнце до 50-52 градусов. Ночью тоже будет тепло, до 23-28 градусов. Что касается приморской зоны, это достаточно дискомфортные условия, вызванные именно еще и тем, что морская вода прогревается максимально в августе месяце, и поэтому у нас часто формируется антициклон, способствующий формированию и атмосферной засухи, а далее уже и почвенной засухи. В целом август в Абхазии – это прекрасное время для отдыха на природе, посещения достопримечательностей и наслаждения красотами страны. И большое количество туристов планирует свой отдых в Абхазии именно в августе. Температура морской воды прогреется до 27-29 градусов. При нагревании воды от 25 градусов сильно развивается кишечная палочка. Поэтому в августе месяце это комфортно для тех, кто предпочитает теплую воду, да, для купания, но при этом это небезопасно в силу того, что развивается кишечная палочка, причем с очень большим приростом. Первая половина августа пройдет практически без осадков. Возможно лишь слабые дожди в предгорных и горных частях республики. В условиях жарких дней эти осадки, наоборот, негативно повлияют на сельхозкультуры, говорят специалисты. В целом на сегодняшний день глобальный климат испытывает нервозность, то есть череда теплых и холодных воздушных масс, которые могут формировать очень опасные погодные явления. И в условиях Абхазии это выпадение ливневых осадков с интенсивностью, которые формируют, практически обеспечивают выпадение месячных норм в течение 1-2 суток. Поэтому у нас в теплый период года по 30-й год нынешнего века мы практически не защищены от подобных аномальных условий. Поэтому мы должны практически потихонечку адаптироваться. Да, мы противостоять не можем, но человек сегодня может практически минимизировать ущерб в силу того, что сегодня, к сожалению, вообще почему такие изменения наблюдаются, они связаны с тем, что вырубка лесов повсеместно это наблюдается, в том числе и в Абхазии. Это их сжигание, в теплый период года, в силу чего их количество уменьшилось, и, соответственно, увеличивается скорость шквалистых ветров. Частота их проявления фактически в течение года наблюдается до 3 случаев в Абхазии. Жара оказывает серьезное влияние на организм человека, приводит к перегрузкам всех систем и органов. Именно поэтому врачи не рекомендуют людям, особенно пожилого возраста и детям, находиться долгое время под прямыми лучами солнца, так как это может привести к солнечному или тепловому удару. Также не следует забывать о соблюдении водно-питьевого режима. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Нестор Цужба стал абсолютным чемпионом в одиночном и парном разрядах престижного международного теннисного турнира, сообщает Госкомспорт.
Турнир фактически считается открытым чемпионатом России среди детей 9-10 лет и ежегодно собирает сильнейших теннисистов. Нестор тренируется в Академии Александра Островского под руководством Александра Мальцева. Он является воспитанником директора Республиканской теннисной школы Абхазии имени Арзамета Тарба, мастера спорта Абхазии по теннису Элизабет Акоце. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, 1 августа на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем плюс 26-31, температура морской воды плюс 25 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.